Продолжаем эфир новостями. В студии Василий Радченко и коротко о главном к этому часу. Новая единовременная выплата детям, школы, автобусы и подготовка педагогов. Владимир Путин, выступая перед федеральным собранием, уделил большое внимание среднему образованию. Решения президента напрямую затрагивают развитие Якутии. Айсан Николаев рассказал о судьбе Ленского моста и ходе программы переселения. Актеры немногим старше зрителей показали постановку для самых маленьких на сцене в Ленске. Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию предложил ввести еще одну единовременную выплату в 10 тысяч рублей всем школьникам. Глава государства сказал, что более того, нужно распространить эту меру на будущих первоклашек, на ребят, которые в этом году только пойдут учиться в школу. Также президент рассказал, что до конца 2024 года в России будут построены не менее 1300 новых школ и закуплены не менее 16 тысяч новых школьных автобусов. Путин указал уделить самое пристальное внимание подготовке будущих учителей и предложил в ближайшие 2 года дополнительно направить 10 миллиардов рублей на капитальный ремонт и техническое оснащение педагогических вузов. В школу также должны прийти специалисты, которые станут настоящими помощниками классных руководителей, наставниками и воспитателями, будут организаторами увлекательных, интересных проектов для ребят в школе. Очень важно, чтобы для молодых людей ориентиром в жизни служили судьбы и победы наших выдающихся предков и, конечно, современников. Их любовь к родине, стремление внести личный вклад в ее развитие. У ребят должна быть возможность в передовых форматах познакомиться с отечественной историей и многонациональной культурой, с нашими достижениями в сфере науки и технологий, литературы и искусства. Также Путин предложил продлить до конца года программу возврата 20% затрат на турпоездки, а родителям возвращать половину стоимости путевки детей в летние лагеря, оздоровления и отдыха. Детский отдых нужно сделать максимально доступным, сказал президент. Он также указал на необходимость разработать возможности для студенческого туризма. Детский отдых нужно сделать максимально доступным. В этой связи предлагаю в текущем году возвращать половину стоимости путевки при поездке детей в летний лагерь. Кроме того, нам нужно сформировать дополнительные возможности для студенческого туризма. И уже в этом году запустить здесь пилотные проекты, включая проживание в университетских кампусах и общежитиях других регионов для студентов, которые летом отправятся путешествовать по стране. И, конечно, нужно поощрить молодежь, которая проявила себя в олимпиадах, волонтерских и творческих инициативах, проектах платформы «Россия – страна возможностей». Для таких ребят программа частичного возврата средств за туристическую путевку будет действовать и в каникулярный период, в каникулы, в так называемый высокий сезон. До этого мы таких решений не принимали. Решение президента о выделении регионам России инфраструктурных кредитов под 3% годовых улучшит финансовую составляющую проекта строительства Ленского моста. Об этом заявил глава Якутии Айсан Николаев. Напомним, Владимир Путин сказал о предоставлении таких займов на 15 лет в ходе ежегодного послания Федеральному собранию. Якутия одной из первых подаст заявку на получение бюджетных и инфраструктурных кредитов для решения своей части финансирования Ленского моста. Сегодня уже принято решение о финансировании, исходя из подходов 50% из федерального бюджета, 50% из бюджета республики, а также средства партнеров, сказал Николаев. Одной из первых Республика Саха-Якутия подаст заявку на получение бюджетных инфраструктурных кредитов для решения своей части финансирования Ленского моста. Сегодня уже принято принципиальное решение о финансировании, исходя из подходов 50% федеральный бюджет, 50% бюджет республики и наши партнеры по строительству моста. Конечно же, как раз вот это решение президента коренным образом уже улучшит финансовую составляющую проекта для республики. Кроме этого, Айсан Николаев рассказал о работе программы переселения в регионе. По его словам, она действует не только в столице, но и на всей территории республики, на которую приходится 16% аварийного фонда всей России.
И благодаря решению президента свыше 1 миллиона квадратных метров будет переселено благодаря этой программе. Работы идут строго по графику. Также СН Николаев выразил уверенность, что расширение программы льготного ипотечного кредитования на малые города и сельские населенные пункты позволит увеличить строительство жилья в ближайшие годы и выйти на объемы с расчетом 1 квадратный метр на человека. Благодаря решению нашего президента Владимира Владимировича Путина сегодня в Якутии 16% всего аварийного жилого фонда России расселяется. Вот благодаря этой программе свыше 1 миллиона квадратных метров аварийного жилья будет переселено благодаря этой программе. Мы строго идем в графике, огромные объемы. И самое главное, если раньше программа по переселению работала только по крупным нашим городам, в первую очередь по Якутску, другим крупным населенным пунктам, то сегодня она затрагивает всю территорию нашей Якутии. К другим новостям. В Мирнинском театре стартовала выставка молодых художников и фотохудожников «Прикоснись к искусству». С работами авторов ознакомилась наш корреспондент Марфирина Алексеева. Свои произведения впервые представили 3 свободных художника и 2 фотографа. Идея привлечь горожан в театр и познакомить население с творчеством молодых творцов была сгенерирована новым директором театра Константином Солдатовым. Креативные художники за короткий срок реализовали проект. Оказалось, молодые люди давно нуждались в подобной площадке. Какая-то такая возможность, которой у нас раньше не было. И поэтому хотелось попробовать вообще все возможное, все выжать из этого места и из этой работы. Проект Василия и Влады Обласовой под названием «Закулисье» представляет собой ряд фотографий, на которых запечатлены артисты и декораторы в процессе подготовки к премьерам. Ребята представили нестандартную фотовыставку. Фотографии можно не просто увидеть, но и услышать. Я присутствовала на тренинге у ребят, и там, то есть параллельно потом шла какая-то репетиция в зале, и они начали создавать, репетировали какие-то звуки на подручных средствах. То есть это готовилось к спектаклю. Вот, и это было настолько круто, что я решила, что нужно этим поделиться. Да, то есть люди могут просто навести на QR-код, да, и послушать. Давайте сейчас продемонстрируем тоже немного. Картины, нарисованные маслом и карандашом в различных техниках и стилях, представила художница Анастасия Аверина. В ее работах можно увидеть пейзажи, портреты и даже интерьерную картину. Графика, реализм, портретные работы. Но здесь, конечно, идет вообще такой разнобой, на самом деле, в стилях. Это, наверное, такой начинает как поиск, ищу себя постоянно, в чем мне больше нравится рисовать. Потрясающие картины художницы, что раскрыла себя благодаря пандемии. Девушке удалось освоить рисование акрилом на холсте всего за 1 год. Акрилом работать удобно, он быстро сохнет, поэтому если что-то не понравилось, можно перекрыть работу другим цветом и начать заново. Вот тоже не могу не заметить, что очень много тематики с морем, с горами. И вот почему? Море – это дикая любовь. Я ни разу не была на море, хотела бы на нем побывать. Я рисую вот так, как я его вижу, таким, каким я хотела его видеть воочию. А горы? Горы. Я с гор, с Алтайского края. Они окружали меня, можно сказать, что с пеленок, поэтому я рисую их в знак памяти о том, откуда я родом. Интерьерные картины с использованием монет и различных смешанных техник представила также еще одна художница Хрис Решетникова. Помимо выставки, зритель также может примерить на себя роль художника и принять участие в арт-проекте, нарисовав масляными красками на холсте. Также для посетителей организованы фотозоны и арт-инсталляции. Ознакомиться с выставкой. А герои якутской сказки «Старуха Тал-Тал» предстали перед маленькими линчанами в новом свете. Прошел показ спектакля театральной студии «Кукла плюс актерское мастерство» на сцене Центра доп. Образования СРГ. Играют дети для детей. Тем временем актеры сами чуть старше зрителей, а посмотреть его пришли воспитанники детских садов и наш корреспондент Анна Кожевникова. Кукольный театр – это особый вид искусства. Здесь артистов не видно, а их актерское мастерство оценивается зрителями заочно. Перед ними стоит особая ответственная задача – правильно показать своих героев. В театральной студии «Кукла плюс АМ» у Марины Мерзляковой занимаются детки от 5 до 12 лет. Но в этом году появилась самая юная актриса, ей всего 4 года. Конечно, у дошкольников и учеников занятия разграничиваются, но в спектаклях они встречаются за ширмой и прекрасно взаимодействуют. Пришел походить, мне реально понравилось. Тут очень интересно, занимательно.
увлекательно. Также мы учимся правильно говорить скороговорки. Я с самого садика хожу уже сюда. Мы играем в кукольные театры, учимся говорить правильно скороговорки. Мне здесь нравится, потому что здесь мы друзья, и я этим увлекаюсь. Студии всего 2 года. В этом году было принято решение поставить якутскую сказку «Старуха Талтал». Главные зрители у юного во всех отношениях кукольного театра в основном воспитанники детских садов. В этом году планировали гастроли в села, но пандемия помешала. В том году мы показывали спектакль, тоже для детей, дошкольников и школьников охватили. А в этом году вот решили, живем в Якутии и не показываем сказок якутских. Взяли вот такую сказочку. Наши преподаватели ИЗО помогли нам выполнить куклы. То есть, в общем, участвовало очень много людей, очень много педагогов помогали нам. И еще есть у нас, ведем мы сетевой город, мы работаем с детским садом «Лучик». Там старшая подготовительная группа, еще и там у нас есть кукольный кружок. Играть в спектаклях нравится всем. Кто-то только пробует себя, а кто-то уже актер со стажем. Мне нравится ходить в кукольный театр и в школу. Мы в театре играем в сказки красивые. А вот у меня еще была роль волком играть, а еще и медведя, когда меня записали. Нас учат показывать театры, учат правильно произносить скороговорки. Мы там рисуем. И много чего другого. Делаем упражнения глазами, руками. Различные упражнения помогают развивать речь. Кукольный театр пользуется успехом и у зрителей представлений, и у юных актеров. Здесь они приобретают нужные в жизни навыки коммуникации, правильно поставленной речи и, конечно, учатся актерскому мастерству. Анна Кожевникова, Виталий Андреев, Ленск. У нас к этой минуте все. До встречи в эфире.